В эфире Абхазского телевидения еженедельная итоговая программа «События недели». В студии Ирина Аршба. Здравствуйте. В Абхазии наконец-то начался туристический сезон. И, безусловно, это главное событие не только уходящей недели, но и лета. 3 месяца республика жила в ожидании. Будет ли открыта граница? Состоится ли курортный сезон? Судя по кадрам в режиме реального времени, сразу после снятия запрета на свободное пересечение абхазо-российской границы в сторону нашей республики двинулся большой поток людей. По всем уголкам Абхазии моментально разлетелась весть о том, что ожидается небывалый поток туристов. Но сейчас уже становится ясно, что делать выводы и говорить о рекордном числе отдыхающих в этом году пока рано. Как обстоят дела в сфере туризма на самом деле и какие прогнозы на ближайшие месяцы дают специалисты отрасли, узнавала Амелия Бисмарк. По данным специалистов, в настоящее время число туристов, заехавших в республику, не превышает ежегодных показателей. Говорить о каком-то туристическом буме не приходится. Действительно, многие жители России давно планировали отдых в Абхазии, но не стоит забывать, что пандемия коронавируса затронула все стороны жизни общества, повлияв и на финансовое состояние людей. Те граждане, которые все же решили не отказывать себе в отдыхе у Черного моря, сейчас активно занимаются подготовкой к отпуску. Этот факт подтверждает динамика бронирования. Не стоило ожидать, когда граница откроется, что сразу нахлынут к нам туристы и у нас будет стопроцентная загрузка. Потому что, как международная практика показывает, на это требуется 2 недели, потому что человек должен забронировать отель, подтвердить бронь, потом купить билеты. Я думаю, что до 15 августа у нас все наши объекты размещения заполнятся. Открытие границы с нетерпением ожидали владельцы объектов размещения. Гостиницы и отели готовили к этому моменту заранее. Однако многие предприятия столкнулись с серьезными проблемами. Сложнее всего было удержать персонал. Те объекты, которые выстояли, сейчас включаются в работу. Те отели, которые подготовились и держали руку на пульсе, так будем говорить, они по факту открытия границы оперативно приступили и начали принимать гостей. Но несмотря на это, надо также понимать, что трудности также возникли у самих туроператоров. Те непосредственно, кто бронировал все это время, те, которые переносили брони, эти проблемы снимаются сегодня. Большая часть курортников сейчас базируется в Западной Абхазии. Так обычно бывает в начале летнего сезона, когда основной турист еще не доехал до столицы. Однако сухумские ательеры говорят, что настроены позитивно, даже при минимальной загрузке объектов. Загруженность у нас получается среднесуточная, это 2-3 номера в сутки. Приблизительно 38% у нас по бронированиям, это что касается августа, нынешнего месяца. Дальнейшие какие-то прогнозы пока тяжело описывать, в связи с тем, что поздно открылся сезон. На сентябрь тяжело прогнозы ставить, потому что там 10%, то есть бронирование. На данный момент у нас проживает до 50 человек. Но в принципе с каждым днем их количество увеличивается, и заявки на бронирование идут. Естественно, это не как в прошлом году. В связи с последними событиями люди просто, я не могу точно сказать, боятся чего-то или нет возможности приехать на данный момент. Но количество заявок, если брать в сравнении с прошлым годом, гораздо меньше. Но если брать в сравнении с тем, что мы вообще были закрыты, то на данный момент, конечно, мы уже работаем, можно сказать, в полном объеме. В столице встречаются и гости из Северного Кавказа. В этот раз готовили к отпуску целый пакет документов. Однако бумаги об отсутствии инфекции не понадобились, признаются они. Мы из Карачаево-Черкесии, из города Черкесска. Там мы недалеко совсем. Мы выехали в 12 часов, вечером были у вас. Очень легко перешли границу первый раз за все это время в течение 15 минут. Мы приготовили справки и все, думали, будут проверять. Мы со справками приехали, но никто не проверил, все нормально. Вроде бы больных нет, все замечательно. Море чистейшее, замечательное, люди гостеприимные, кстати. Заболеть точно не боимся. Я думаю, с таким воздухом ты не заболеешь. Активно заработали и однодневные экскурсии с туристами из Краснодарского края. Кроме того, на эти выходные запланированы заезды крупных туристических групп, которые будут базироваться на территории Абхазии около 10 дней. Рицинский национальный парк посетил около 10 тысяч человек, Новоафонскую пещеру около 2000 человек. Экскурсионная деятельность сегодня почти заработала на 100%, потому что наши соседи, Краснодарский край, у них была полная загрузка уже к началу августа.
Соответственно, пошла полная экскурсионная деятельность. К нам приезжают очень дисциплинированные туристы, которые готовы соблюдать все требования и условия. Сейчас самое главное – это минимизировать риски распространения данной инфекции у нас на территории Республики Абхазия. Постепенно налаживается логистика, возобновляются старые транспортные маршруты. Это упростит путь к месту отдыха и сделает его более комфортным для людей. К нам туристы попадают из муниципального образования города Сочи. То есть те коммуникации, транспортной инфраструктуры, которые созданы, и благодаря этим условиям сегодня к нам добираются туристы. Мы прекрасно знаем, в ближайшее время также поезда будут задействованы, те, которые ранее курсировали. Также обсуждается вопрос возобновления по единому билету, то, что уже третий год, насколько я знаю, проект Минтранса, который есть, и те непосредственно наши участники, которые оказывают услуги трансфером. Сейчас многое зависит от такого понятия, как глубина сезона, то есть насколько комфортными для отдыха и удачными в туристическом плане станут осенние месяцы. Но если природные климатические условия будут позволять, мы надеемся, и в сентябре, и в октябре месяце мы увидим туристов в городах и в районах. А если мы сравниваем с прошедшими курортными сезонами, то есть такие межсезонья, активные месяца, так июль, август. Мы видели и в прошедших сезонах, бывали такие дни, в августе меньше туристов бывало, а в сентябре, в октябре больше было. Но здесь мы в основном приводили факторы, такие ценовой фактор, что в сентябре, в октябре стоимость номера уменьшается в несколько раз. И это вопрос, конечно, важный, и надо всегда правильную ценовую политику выстраивать. Подорожание туристического продукта в этом году в среднем прослеживается в рамках 10%. Это связано с трудностями, с которыми столкнулись предприниматели сферы на фоне пандемии. Еще один важный фактор, который выходит в этом сезоне практически на первое место – эпидемиологическая безопасность. После общения с туристами остается впечатление, что люди приезжают в нашу страну с твердым намерением соблюдать все установленные предписания. Теперь важно им эту возможность дать, то есть организовать аналогичный прием. СЭС нам дала рекомендации, как должна осуществляться экскурсионная деятельность, и не стоит пренебрегать этими правилами, потому что мы должны обезопасить себя. Если экскурсовод и водитель не будут примером для экскурсионной группы, для экскурсантов, то есть не будут соблюдать эти элементарные правила, одевать маски, обрабатывать руки, то никакого эффекта это не даст, потому что в первую очередь они смотрят на нашего представителя, как он себя ведет. Мы со своей стороны рекомендуем руководителям экскурсионных организаций тестировать на ковид своих экскурсоводов, водителей, подчиненных хотя бы раз в 7 дней. Просто хочется понимать, есть ли у нас самосознание сохранения своей нации здоровой, не распространения коронавирусной инфекции тут на территории Республики Абхазия. Если будем придерживаться данных рекомендаций, то, я думаю, все будет минимально. Правила санитарной безопасности должны соблюдаться на всех этапах реализации различных туристических продуктов, утверждают эксперты. Здесь речь в первую очередь идет о санитарных нормах, которые в обязательном порядке предписаны объектам размещения. В случае возникновения очагов распространения инфекций соответствующими службами будут организовываться эпидемиологические расследования, которые позволят выявить ответственных за развитие эпидемии лиц. Амелия Бисмарк, Алексей Быструков для событий недели. Насколько активно идет процесс бронирования в объектах размещения туристов? И соблюдаются ли на местах меры безопасности, предписанные санитарно-эпидемиологическими службами? На наши вопросы ответила президент Абхазского союза туризма Анна Калягина. Анна, ровно неделя прошла, как открыта абхазо-российская граница. Как вы в целом можете оценить ситуацию? Успеет ли республика наверстать упущенное? В настоящее время всем нам и бизнесу, наверное, скорее всего, важнее выйти хотя бы в ноль, чтобы не терпеть убытки. Потому что все-таки, как мы знаем, после открытия границы не сразу едут туристы. То есть наплыв был в начале, это были те люди, которые захотели отдохнуть в Абхазию, будучи в Адлере. И основной поток пойдет после 10-15 августа. А какова заполняемость на данный момент? На данный момент, на сегодняшний день, в отелях проживает не очень много туристов.
Но бронирование уже после, как я говорила, 10-15 августа полностью, процентов, как я говорю всегда, 80, а то где-то уже и 100, август заполнен, и на сентябрь идут брони. Каждый день мы получаем видео с границы, что там безумные очереди, люди стоят по несколько часов, чтобы перейти границу. Откуда тогда такой ажиотаж, если по факту не так много туристов в республике? Ну, во-первых, они еще не успели все заехать, большой поток. У нас обычно сезон начинается постепенно, да, то есть приезжают на майские праздники, в июне начинается потихонечку сезон раскачиваться, и уже июль-август – это у нас самые популярные месяцы сезона, вот, даже с середины июля и август. Поэтому, конечно, мы все очень ждали, когда откроется граница, мы все этого постоянно переносили сроки, мы надеялись и понимали, что большой поток туристов сразу не поедет. То есть загрузка границы на первые дни была очень большая, потому что люди все ждали. Вот. Сейчас, в принципе, вчера, позавчера приезжали туристы, 15-20 минут проходили границу. То есть границу проходят быстро. Такого большого потока нет. А вот смотрите, у нас объявили, что граница будет до 4 августа закрыта. Был такой, момент в июле. И после этого очень много было в отелях, много было отмен. То есть до 4 августа те, кто заезжал в конце июля, хотел заехать в начале августа даже, бронирования отменились. И понятно, что даже открывшись 1 августа, это поехали в частный сектор, это поехали на своих автомобилях, то есть стихийно услышали, что Абхазия открылась. Мы понимаем все, что цены в Адлере и в Сочи, и перегруженность большая, и цены высокие. Поэтому все ждали, Абхазия откроется, и заехали в Абхазию, очень ждали люди. Поехали все сначала в Цандрипш, потом в Гагру. До нас скоро тоже доедут. Отслеживается ли как-то ситуация с санитарно-эпидемиологическим состоянием объектов размещения? В самых первых числах, недавно я проезжала по отелям, с которыми работаю, и пансионатам. Все готовятся очень ответственно, закупают средства, маски, то есть все ответственно подходят к этому вопросу, беспокоятся о безопасности персонала, себя лично и, конечно, о безопасности туристов. В Министерстве по курортам и туризму сказали, что будут контролировать этот вопрос и будут контроль вплоть до того, что они будут посещать места достопримечательности, смотреть, как ездят экскурсионные автобусы и выполняются ли все рекомендации. А насколько эти требования, которые предписаны объектам размещения, они соответствуют международным нормам, тем нормам, которые сейчас приняты в других странах туристических? Те нормы, которые были в начале разработаны тем же самым Роспотребнадзором. Сейчас будем смотреть на Россию, потому что у нас российский турист в основном едет. Те нормы, даже которые в России были разработаны, они были очень жесткие, вплоть до крайних каких-то мер, размещения по одному в номере и так далее. Посмотрите, в самом начале мы очень сильно сами переживали в апреле. Мы ходили в масках, мы соблюдали дистанцию друг с другом, мы стали бояться дезинфицировать руки. И на сегодняшний день, уже вторую, наверное, неделю, как у нас поступают в Гудаутскую больницу инфицированные, но паники уже, у кого-то есть она паника, но уже такого нет. То есть в магазинах в масках я не вижу людей, дистанцию тоже не соблюдают. То ли у людей это уже не совсем правильно. Все-таки какие-то элементарные меры надо соблюдать. Вы знаете, люди уже все... чем это объяснить очень сложно, что касается международных правил. В основном соблюдаются правила в аэропортах, соблюдаются правила в тех городах, в которых сильные вспышки вируса. А там, где уже пошло на убыль, уже люди расслабились, не могут люди постоянно бояться, постоянно быть в таком напряжении. В нашем случае, я думаю, все-таки мои коллеги думают, что неправильно то, что мы расслабляемся, потому что нам именно сейчас нужно мобилизировать свои силы, все-таки собраться и все правила соблюдать. Да, жарко, да, лето. Но смотрите, мы же в апреле соблюдали все правила, потом у нас заболевших не было, граница была закрыта. Мы все расслабились. Сейчас у нас едет турпоток, а мы все так ходим бездумно и
В принципе, вот в Сухуми я не вижу, чтобы в масках сидели продавцы в магазинах, я не вижу, чтобы сильно дистанцировались в общественном транспорте, и вообще люди себя ведут, как будто вируса нет. Вот. Все-таки нужно поберечь себя и своих близких и подумать о том, что угроза существует, лучше не болеть. Туристы, которые въезжают в страну, они имеют какие-нибудь справки, подтверждающие у них отсутствие вируса? И обязательно ли иметь такие справки? Вот вокруг этого вопроса было очень много разных разговоров до открытия границы. Сначала говорили, что туристов будут впускать только при наличии справок, которые должны быть выданы не позднее, чем за 3 дня до пересечения границы. И сейчас вот... Как известно, никаких справок на границе, по крайней мере, не требуют. Требуют ли эти справки при заселении в отели, в места размещения туристов? Вы знаете, справки сейчас не требуются. Не требуются при заселении. Вот наши туристы, которые ждали открытия границы, вот прям сказали, мы поедем только в Абхазию и все. Когда первый раз объявление было, что, возможно, нужны будут там ковид-паспорта и справки, они даже были готовы поехать и сделать. И некоторые из них даже эти справки сделали. То есть к нам, ко мне там заезжали туристы, заезжали люди со справками. Даже знакомые, которые сделали эти справки, получили, заплатили за них деньги. Сейчас справки не требуются, мы же объявили, что справки не нужны. Какие предпринимаются меры? Конечно, если поднимается температура, то туристам всем объявлено, сказано, что если температура, врач, проверить, сдать анализы. Это все нужно. Но смотрите, у нас температура поднимается, например, акклиматизация, маленькие дети приезжают, у них акклиматизация начинается. У нас же также может быть там пища, например, какая-то, там немытые руки, все что угодно. Может быть, температура подняться, может на солнце перегрелись люди, тоже поднимается температура. И вот с этим сталкиваются, мы еще столкнемся. И во всем нужно соблюдать какие-то, наверное, рамки. Скорее всего, нужно быть логичным в этом случае и понимать, где нужно панику поднимать, а где нужно просто логично действовать, вызывая врачей, отправляя людей в больницу. В случае выявления среди туристов, заболевших коронавирусной инфекцией, их будут транспортировать в инфекционную больницу Дагомыса. Такое решение было принято в рамках взаимодействия Министерств здравоохранения Абхазии и Российской Федерации. На этой неделе в республике с рабочим визитом побывали представители Минздрава России, помощник министра, курирующая вопросы организации медицинской помощи населению Оксана Гусева, директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Минздрава России Инна Куликова, заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Ирина Вязовская. Они посетили в Гудауте основной госпиталь, определенный Минздравом Абхазии для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Осмотрели комплекс, построенный для установки нового компьютерного томографа. Ознакомились с применяемой маршрутизацией пациентов. Провели обход с абхазскими коллегами в красной зоне. Помимо этого, представители Минздрава России проинспектировали работу подстанций скорой помощи, автомобилей, которые предназначены для эвакуации инфицированных COVID-19. Посетили столичную детскую поликлинику. В рамках рабочего визита представители Министерств здравоохранения России и Абхазии также обсудили вопрос исполнения некоторых соглашений, подписанных договоров и совместных программ. Об итогах визита российских специалистов и о сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации в стране в интервью нашей программе рассказал министр здравоохранения Абхазии Томас Цахнакия. Томас Мурманович, как вы оцениваете санитарно-эпидемиологическую ситуацию, сложившуюся в республике на сегодняшний день? На сегодняшний день в республике санитарно-эпидемиологическая ситуация, она стабильная. За весь период было проведено исследований более 5000. Это имеется в виду ПЦР-диагностика. По какому принципу проводится исследование? Как вы отбираете людей, которых диагностируете? В соответствии с нашим приказом обследованию ПЦР-диагностики подлежат лица, которые находились в эпидемических очагах, то есть по эпидпоказаниям.
в том числе имевшие контакт с инфицированным. Это медицинские показания, когда есть клиническая симптоматика COVID-19. Это группа лиц старше 60 лет, больные, у которых атипичная внебольничная пневмония, и, соответственно, лица с сопутствующими заболеваниями, в первую очередь сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями органов дыхания. Вот все эти группы лиц подлежат обследованию. Тамаз Мурманович, на этой неделе в Абхазии побывала делегация Минздрава России. Была проведена определенная работа совместная с Минздравом Абхазии. Расскажите нам об итогах этого визита и вот на какую конкретную помощь Абхазия может рассчитывать от российских коллег в борьбе с распространением коронавирусной инфекции? Это второй визит делегации Минздрава Российской Федерации, уже в более таком широком составе. Мы обсуждали конкретные практические вопросы взаимодействия двух ведомств, в частности, направление в Абхазию сводного отряда специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации в Гудаутский ковидный центр. Второй момент. Мы отработали, обсудили вопрос маршрутизации пациентов с COVID-19 средне-тяжелой, тяжелой формой заболевания среди туристов, возможно, среди туристов и отдыхающих, если это произойдет, в Российскую Федерацию, в частности, в Сочинскую инфекционную больницу, где, как известно, распоряжением министра здравоохранения России был открыт дополнительный корпус вот для этой категории больных. Кроме того, в это учреждение могут быть также направлены и наши граждане при необходимости. И, соответственно, где они будут проходить курс лечения в рамках ОМС, либо на договорной основе. Также мы обсуждали возможность оказания Абхазии гуманитарной помощи в виде средств индивидуальной защиты, которые до сегодняшнего дня запрещены к вывозу за пределы России, там, в соответствии с определенными решениями. А также ряд оборудования, в том числе ИВЛ, аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы, шприц-дозаторы, это вот то, что техника. Ну и весь спектр медикаментов, который применяется для лечения COVID-19 и его осложнений, а также дезинфицирующие средства. А как скоро бригада прибудет в госпиталь? Бригада прибывает в воскресенье, 9 августа. Мы уже обговорили, я с Минздравом России, с ректоратом первого медицинского университета Московского имени Сеченова, они в частности из клиники этого университета, прибывают 6 докторов, руководитель группы профессор Попова, который будет находиться здесь первую неделю. Ну, там доктора, реаниматологи, нефрологи, инфекционисты, все те специалисты, которые задействованы в лечении этой группы больных. И как долго они здесь пробудут? Они будут меняться? Да, вот эта первая группа, которая сейчас приезжает, они будут здесь находиться в течение 7 дней. Ну, приступят к работе и, соответственно, ознакомятся с ситуацией на месте, с учреждением. Мы отработаем все механизмы. Они хотят для себя также понять, именно на каких специальностях надо делать упор, для того, чтобы в дальнейшем в каком количестве и в каком составе формировать вот эти вот бригады врачей, которые будут приезжать вахтовым способом на период всего сезона. Ну, во всяком случае, мы договорились до 1 ноября включительно. Работа этих мобильных групп.
В рамках визита делегации Минздрава Российской Федерации обсуждались также и другие вопросы, в частности, об обеспечении лекарственными препаратами льготных категорий граждан. Как известно, эта программа была приостановлена, да, на какое-то время. Да, в течение полугода. Да. Вот как скоро будут уже возобновлены поставки лекарственных средств? Но первый квартал проплачен и уже идет выдача препаратов. И вот сегодня мне сообщили, что Минздрав России согласовал заявку на второй квартал и направил ее в Минэкономразвития России. Соответственно, мы ожидаем эти средства, и как только Министерство финансов нам спустит эти средства на второй квартал, мы, естественно, их направим в РУП Абхазфармации, они приобретут медикаменты и будут осуществлять выдачу, распределение по регионам. Ну, во всяком случае, этот вопрос мы затронули на встрече, и уже сегодня нам прислали протокол о согласовании второго квартала. На фоне коронавирусной инфекции как будто бы все остальные проблемы Министерства здравоохранения ушли, да, на второй план. И учитывая, что сейчас у нас вторая городская больница закрыта на карантин, республиканская тоже как бы работает в таких жестких карантинных условиях. В Гаграх есть тоже определенные проблемы, да, Да. Вот, с карантинными мероприятиями. Как решаются вопросы обслуживания плановых больных? Есть ли у вас здесь трудности, с которыми вы Знаете, встречаетесь? проблем с плановыми больными у нас не было до того периода, как пошли первые инфицированные в городской и республиканской больницах, понимаете? И тогда мы, соответственно, ужесточили режим карантина. Как известно, городская больница вообще закрыта. А в республиканской больнице плановый прием и амбулаторный прием приостановлен. Только экстренные больные, то есть жизнеугрожающие состояния, неотложная хирургия, а сейчас неотложная кардиология, неврология. Все пациенты доставляются в республиканскую больницу, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. То же самое касается районных учреждений, собственно говоря, они осуществляют прием именно по скорой помощи экстренных больных. При необходимости транспортируют в республиканскую больницу. Но поскольку у нас в Сухумской инфекционной больнице тоже есть очаг, одна из сотрудниц, к сожалению, там тоже положительный результат, поэтому администрации города принято решение закрыть учреждение на двухнедельный карантин. Соответственно, там будут проведены все необходимые мероприятия, обработки и прием экстренных по инфекционных больных, там, допустим, с какой-то симптоматикой. Значит, детей будет принимать детская больница, а взрослых будут направлять в Агудзерскую больницу, там на базе терапевтического корпуса. В течение 14 дней. Да, но сейчас же в Абхазии начался курортный сезон, август месяц, Да. море очень теплое. Скорее всего, это как уже из сезона в сезон повторяется. Будут кишечные инфекции, которые, совершенно разгар верно. сезона. Как в этой ситуации? Не будет ли проблем накладок? Смотрите как, в Гагрской больнице есть инфекционное отделение. Это общего профиля инфекционное отделение, она ковидными больными не занимается и заниматься не будет. Вот эти пациенты будут обращаться туда, как это и было всегда. Что касается по городу Сухум и близлежащих, то это будет ближайшие 14 дней Агудзерская больница. Там есть все условия для того, чтобы им оказывали эту помощь. А по завершении карантина мы вновь откроем инфекционную больницу, и сотрудники приступят к своим обязанностям.
8 августа в Южной Осетии вспоминают жертв грузинской агрессии. 12 лет прошло с одной из самых трагических дат в истории юго-осетинского народа. В ночь на 8 августа 2008 года, в день начала Олимпиады в Пекине, Грузия подвергла массированному артобстрелу Цхинвал и попыталась захватить Южную Осетию. Короткая пятидневная война унесла жизни более 1000 ополченцев, мирных жителей, среди которых было много женщин, детей и воинов-миротворцев. 8 августа в посольстве Южной Осетии в Республике Абхазия президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, члены правительства почтили память погибших жертв августовской трагедии 2008 года. Аслан Бжания осмотрел фотовыставку, посвященную трагическим событиям августа 2008 года. Также оставил запись в книге памяти. Глава государства отметил героизм защитников Южной Осетии, отдавших свои жизни во имя свободы родной земли. Дата 8 августа 2008 года, как отметил президент, трагическая и одновременно героическая. Этот день символизирует мужество и храбрость защитников Родины. Сыны Южной Осетии не дрогнули, проявляя чудеса героизма и отваги. Они дали жесткий отпор противнику, защитили свой народ, свою отчизну. Эта дата демонстрирует не только трагические события, но и героический характер тех, кто отражал эту агрессию, осетинский народ во главе со своим руководителем. Хотел бы, пользуясь случаем, отметить, что Российская Федерация в эти непростые времена своих друзей не оставила без поддержки. Мы всегда будем помнить эти события. Эти события всегда будут символизировать, с одной стороны, трагедию, с другой стороны, мужество нашего братского осетинского народа. Пользуясь случаем, я хочу передать добрые слова в адрес осетинского народа, руководства Осетии. Мы всегда рядом с вами, наши отношения носят исключительно братский характер, и мы намерены их развивать в этом ключе. Народное собрание парламент Республики Абхазия выразил соболезнования и искреннюю поддержку народу Республики Южная Осетия в связи с Днем скорби. Вместе с братским юго-осетинским народом 8 августа мы чтим память мужественных воинов Южной Осетии, защитивших Отечество, мирных жителей, российских миротворцев и солдат вооруженных сил России, ставших жертвами грузинской агрессии. Низко кланяемся их родным и близким. Каждый из них своей жизнью проложил путь к свободе и международному признанию государственного суверенитета наших республик, отмечается в частности в письме, адресованном председателю парламента Южной Осетии Алану Татдаеву. Глубокие соболезнования всем семьям погибших и искреннюю солидарность и поддержку осетинскому народу выразила и Общественная палата Абхазии. В трагический день памяти жертв грузинской агрессии 8 августа мы скорбим вместе с братским народом Южной Осетии, который ценой невосполнимых потерь отстоял свободу и независимость, отмечается в письме членов палаты. Состоялся третий сухумский заплыв «Суим Сухум». В этом году организаторы ввели новую дистанцию – 2700 метров и назвали ее «Сухумская бухта». Участники этого заплыва проплыли от причала ресторана «Апра» к Мокко-пляжу. Организаторы также подготовили две детские дистанции – плавание 50 метров плюс бег 100 метров и плавание 50 метров, бег 100 метров и заплыв в 50 метров. Сколько человек приняли участие в спортивном состязании и кто приплыл к финишу первым, расскажет Гугут Савардания. Сухумский заплыв – одно из самых долгожданных спортивных событий лета. Вот уже третий год подряд его с нетерпением ждут взрослые и дети. С утра на Сухумском причале многолюдно. Спортсмены настраиваются, готовятся к марафону. Считанные секунды и дан первый старт. Отсюда пловцам предстоит проплыть немаленькую дистанцию. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, старт! Пошел! Вслед за спортсменами от Сухумского причала направилась и наша съемочная группа. Спортсменам предстоит проплыть около 3000 метров.
Во время заплыва участников сопровождают спасатели. К счастью, их помощь не понадобилась. Все пловцы в отличной форме. На самое тяжелое испытание – проплыть дистанцию почти 3000 метров – отправился 31 спортсмен. А на берегу спортсменов ждут преданные болельщики. Сухумский заплыв – это самый настоящий праздник для жителей столицы. Тяжело было сегодня? Нет, было просто на одном дыхании. Было невероятно красиво. Сопровождение поддерживало нас. Мы все плыли в едином порыве. Нас очень хорошо мотивировали, когда мы отплывали. Вот. У нас была цель дойти до конца, выложиться на максимум и у всех, чтобы было хорошее настроение. В заплыве на самую большую дистанцию участвовали только подготовленные и профессиональные спортсмены. Первой приплыла Елена Вардемиади. Она уже много лет тренирует детей в спортивной секции по плаванию. Я с 82 года после окончания института тренер по плаванию. Учим детей плавать. Сейчас бассейнов нет, плаваем на море на берегу. Вот как позволяет нам море, погода. Тренируемся, занимаемся. Я сама действующий спортсмен, стараюсь поддерживать спортивную форму. В заплыве с удовольствием приняли участие дети. Некоторые из них уже не первый раз соревнуются в подобных марафонах и занимают призовые места. Сегодня эти девочки пришли первыми в заплыве на дистанцию 50 метров. Действительно возможность проявить свой Да, я уже занимаюсь 4 года. И эти мероприятия проходят уже не первый раз. Я участвую в 50 метрах и в 200. Мне очень нравится плавать. Вот мои ощущения. Тяжело было тебе? Нет, не тяжело. Готовилась? Конечно, готовилась. Мой тренер Виктор Дмитриевич Задорожный. Мы каждый день плаваем до 4-го волнореза. И вот так вот и занимаемся. Вот наши... Сколько лет плаванием? Я 6 лет занимаюсь, уже мне 10. Ты сколько плаванием занимаешься? Я также занимаюсь плаванием 4 года. Мне очень сильно нравится. Мой тренер Виктор Дмитриевич, он очень хорошо меня натренировал, так что я даже не ожидала, что так получится. В Сухумском заплыве мог принять участие любой желающий, независимо от того, занимается ли он спортом профессионально. Чтобы поучаствовать в марафоне, нужно было всего лишь пройти регистрацию и получить стартовый номер. Руководители проекта установили детские и взрослые дистанции. Сейчас идет регистрация на детские дистанции и на взрослую дистанцию на километр. В 9 часов мы закрываем регистрацию и даем старт уже на детскую дистанцию. Вы видите, что с утра уже была организована стартово-финишная зона, поставили красивую арку, организовали такой вот шар большой, чтобы видно было участникам из воды его хорошо куда финишировать. Ну, все идет по плану. Мы думаем, что наши соревнования пройдут успешно. Количество участников в целом около 280 на данный момент уже зарегистрировалось. Это очень хорошая цифра для нас. Ну и, собственно говоря, мы хотим сегодня пожелать всем хорошего настроения и побед на дистанциях. Спортивное мероприятие включало в себя и морской дуатлон – соревнование, в котором участники поочередно проходят беговые и плавательные этапы. Я был первый раз. Для первого раза сложновато. Ну, думаю, для первого раза нормально пробежал. Сделал все прогул. В завершении спортивного мероприятия победители всех дистанций были награждены медалями и грамотами. Поздравляем! Праздник моря, солнца и лета подходит к концу, но на этом организаторы проекта и спортсмены не прощаются. На следующий год они обещают встретиться вновь в один из теплых дней. Организаторы мероприятия – столичный департамент по делам молодежи и спорту, а также Федерация триатлона Абхазии. Гугут Савардания, Степан Мартиросян для событий недели. Такими были события уходящей недели. Какими они будут, мы обязательно расскажем в следующей программе. Всего доброго.